На срочную службу должны отправиться 3500 человек. Об особенностях нынешней кампании сегодня журналистам рассказали представители военного комиссариата региона. Светлана Некрасова узнала о банковских карточках призывника. Зимний и летний полевой костюмы, 2 комплекта нательного белья, теплые носки, берцы, армейские тапочки и вещмешок с предметами личной гигиены. Все это будущие солдаты получат уже на призывном пункте. Плюс 3-разовое питание. В дороге ребята голодными тоже не останутся. В их распоряжении вот такой сухпайок. Ассортимент блюд вполне приличный. Каша дорожная рисовая с говядиной, мясо тушеное с капустой, говядина тушеная, хлебцы армейские. Так, повидло. Рагу из овощей. Примечательно, что все блюда и консервы изготовлены строго по ГОСТу. По словам представителей военного комиссариата Коми, в магазинах таких не найдешь. Главная особенность этого года – банковские карты, которые вручат всем призывникам. Каждому призывнику на руки будет выдаваться банковская карта, на которой будет происходить зачисление денежных средств, денежного удовольствия военнослужащего. Военнослужащий по призыву получает 2000 рублей. Ежемесячно денежное удовольствие составляет из числа детей-сирот 4000 рублей. Еще одно нововведение – 3-уровневый контроль за здоровьем призывника. В прошлом году в Коми из армии вернули 10 человек. У всех всплыли заболевания, несовместимые со службой в вооруженных силах. Медики на местах их почему-то не заметили. Теперь в спорных случаях юношей будут проверять врачи не только муниципальных, но и республиканских лечебных учреждений. А последнее слово за военно-врачебной комиссией. Ее члены, кстати, отмечают, все чаще их беспокоит даже не физическое, а психическое здоровье проверяемых. На первое место по патологии, которая не годна к службе в армии, вышли психические расстройства. Второе – заболевания органов пищеварения 12,2%, заболевания костно-мышечной системы 10,6%. Кстати, проверять здоровье призывников начали еще в мае. Сделали это не случайно. Некоторые особо предприимчивые граждане специально тянули время, чтобы обследование закончилось уже после призыва. Всего в этом году пойти в армию должны 3500 юношей из Коми. 1500 до сих пор не получили повестку. На воинском учете они стоят, но фактически сменили место жительства. Это вызвано тем, что многие поступают в образовательные учреждения, не снимая с воинского учета. Также переезжают к новому месту жительства. И в том числе есть категория граждан, которые данными действиями просто уклоняются от получения повесток. В поиске таких потерявшихся призывников военкоматам помогают полиция и миграционная служба. При этом многие уклонисты могут рассчитывать на отсрочку, но в военкоматы почему-то не идут. Как итог, административные и даже уголовные дела. В прошлом году, например, к ответственности привлекли почти 500 юношей, которые не захотели служить в армии. Светлана Некрасова, Олег Жуковский, телеканал Юрган.